Вы смотрите актуальное интервью, в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Финансово-экономический колледж имени Фадеева победил во всероссийском конкурсе по созданию ресурсных волонтерских центров финансового просвещения среди образовательных организаций, учреждений культуры и некоммерческих организаций. Об участии и победе, и эффект в конкурсе волонтерских центров нам расскажет директор колледжа Виктория Захарова. Виктория Александровна, здравствуйте. Здравствуйте, Сергей. Расскажите подробнее о вашем участии в конкурсе. Организатором конкурса явилась Ассоциация развития финансовой грамотности при поддержке Банка России и Фонда президентских грантов. Конкурс был объявлен с 18 августа по 21 сентября текущего года. Целью конкурса явилось оказание содействия в развитии волонтерских центров финансового просвещения и, соответственно, через поддержку центров повышение финансовой грамотности населения. Задачи, которые определили организаторы конкурса, это выявить и распространить наиболее интересные практики волонтерского просвещения и, соответственно, те, которые действительно будут полезны людям. Мы подали заявку и ждали результатов. 22 октября объявили результаты. И считаю, что наша победа – это результат большой командной работы. Отмечу, что подобный конкурс состоялся впервые и был принят практически всеми регионами Российской Федерации. В вашем колледже уже есть волонтерский центр. Расскажите, пожалуйста, подробнее, как он работает и какова его цель. У нас в республике реализуется региональная программа повышения финансовой грамотности населения, которую курирует Министерство финансов Республики Саха-Якутия. Программа также поддержана Министерством образования и науки Республики, отделением Национальный банк по Республике Саха-Якутия и другими заинтересованными участниками. Кроме того, в финансово-экономическом колледже созданы региональные методические центры как структурное подразделение Высшей школы экономики, региональный центр компетенции по финансовой грамотности, который объединяет работу всех волонтеров финансового просвещения республики. Волонтерскую деятельность колледж начал в 2017 году. Первоначально это были разовые тематические мероприятия в рамках мероприятий Министерства финансов Республики, Министерства образования и науки Республики. У нас создана команда волонтеров финансового просвещения, которые прошли обучение в Университете Банка России, в Высшей школе экономики, в финансовом университете. И в 2020 году мы прошли обучение в преакселераторе Ассоциации развития финансовой грамотности, по итогам которого был создан сайт фестиваля финансовой грамотности «Семья. Инвестиции в будущее». И до этого года, скажем, в прошлом году и в этом году мы провели 2 фестиваля финансовой грамотности в онлайн-формате. Вернемся к самому конкурсу. Как вы узнали, что одержали победу? Какой была ваша реакция? Реакция действительно была впечатляющая. 22 октября состоялась пресс-конференция в ТАСС, где были подведены итоги всероссийского конкурса по созданию волонтерских центров среди образовательных организаций, среди учреждений культуры, среди некоммерческих организаций. На пресс-конференции выступил директор Ассоциации развития финансовой грамотности, эксперты ассоциации, эксперт Московского государственного педагогического университета. Они рассказали о том, какая деятельность проводится волонтерами финансового просвещения, каковы итоги конкурса и каковы дальнейшее развитие этих проектов. Известна ли сумма, какие средства вы выиграли вообще и как вы ими планируете распорядиться? В целом на все проекты, вообще надо сказать, что приняли участие 52 заявки и 36 субъектов Российской Федерации. Было 6 победителей. И в целом сумма гранта на всех 6 победителей – это 5 миллионов рублей. Эта сумма будет распределена между всеми победителями. И как планируете распорядиться с этими средствами? В заявке мы взяли на себя ряд обязательств. Во-первых, это проведение фестиваля финансовой грамотности в онлайн-формате. Если, соответственно, санитарно-эпидемиологическая ситуация улучшится, то, конечно, в очном формате. Кроме того, это создание страницы на сайте финансовой грамотности, бюджетная грамотность. Это также создание интерактивной карты муниципальных образований Республики Саха-Якутия с такими важными показателями, как внедрение основ финансовой грамотности в образовательный процесс, участие муниципальных образований в мероприятиях по финансовой грамотности, уровень финансовой грамотности муниципальных образований.
Кроме того, это проведение республиканской дистанционной олимпиады по финансовой грамотности среди обучающихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций с тем, чтобы определить уровень финансовой грамотности обучающихся. И это марафон финансовой грамотности среди муниципальных образований Республики Саха-Якутия. Поговорим немного о волонтерстве. Что дает вашему учебному заведению волонтерство вообще в целом? Вообще надо сказать, что волонтеры – это те люди, которые работают на добровольной основе. Это те люди, которые работают по зову сердца и души. У нас в колледже действительно есть команда волонтеров финансового просвещения. Это преподаватели, это студенты, это сотрудники регионального методического центра, регионального центра компетенции по финансовой грамотности. Это сотрудники и представители региональных органов власти, Роспотребнадзора, пенсионных фондов, затем налоговых органов и других финансовых организаций. Вообще быть волонтером – это круто, потому что это не то, что круто, это вызов, потому что ты имеешь возможности реализовать свои идеи, ты имеешь возможность работать с людьми, ты имеешь возможность быть частью большой команды волонтеров финансового просвещения, а главное, понимаешь, что частичка твоего труда идет в повышение финансовой грамотности населения республики. Ну, если говорить о волонтерах вашего колледжа, кто они? В основном это преподаватели. В основном это преподаватели, те, которые прошли обучение, те, которые, как я уже сказала, по велению сердца и души работают как волонтеры финансового просвещения. Что бы вы рекомендовали нашим зрителям? Тема финансовой грамотности сейчас более чем актуальна. Действительно, тема финансовой грамотности актуальна. Во-первых, я бы рекомендовала, не то, что я бы рекомендовала, я рекомендую жителям нашей республики принимать участие во всех мероприятиях по финансовой грамотности. Вот сейчас у нас проходит марафон финансовой грамотности в муниципальных образованиях. И этот марафон пройдет через все муниципальные образования нашей республики. На марафоне выступают представители органов государственной власти, представители финансовых организаций и финансовых институтов, и который доводит всю самую актуальную информацию о финансовой безопасности, о финансовой грамотности, о бюджетной грамотности, о пенсионной грамотности до каждого жителя нашей республики. Хочется узнать подробнее, как вообще проводятся уроки финансовой грамотности, например, для детей, проводятся ли они вообще для детей, для пенсионеров. Расскажите об этом подробнее. Ну, хотелось бы отметить, что есть проекты Банка России. В первую очередь это проект онлайн-уроки по финансовой грамотности для обучающихся общеобразовательных школ и студентов профессиональных образовательных организаций. Эти онлайн-уроки проходят с 15 сентября по 17 декабря. Уроки действительно очень полезны, очень интересны, очень информативны. Они полезны не только детям, но и даже нам, взрослым. И, по сути, из этих уроков можно вычеркнуть очень много полезной и актуальной информации. Кроме того, Банк России реализует такие проекты, как «Грамотный инвестор» для тех, кто действительно хочет размещать и планирует размещать денежные средства на рынке ценных бумаг или финансовых организаций. Кроме того, это проект Банка России для лиц предпенсионного и пенсионного возраста, пенсионная грамотность. Достаточно много проектов. Региональный центр компетенции по финансовой грамотности тоже периодически проводит вебинары, семинары по финансовой грамотности для всех целевых аудиторий населения. Ну, а как можно попасть на ваши уроки? Расскажите, пожалуйста, об этом. Региональный центр компетенции имеет сайт, официальный сайт Финграм Якутия, где размещаются анонсы всех мероприятий, которые проводит Региональный центр компетенции по финансовой грамотности. Поэтому заходите, пожалуйста, на сайт, смотрите наши анонсы и принимайте участие во всех мероприятиях по финансовой грамотности. Конечно, повышайте финансовую грамотность вместе с нами. Как вы оцените уровень финансовой грамотности населения Якутии? Ежегодно проводится исследование уровня финансовой грамотности населения. Исследование проводит Национальное агентство финансовых исследований. По итогам 2020 года, к сожалению, приходится отмечать, что уровень финансовой грамотности населения находится в группе ниже среднего. Это по знаниям, вообще в целом по знаниям также в группе ниже среднего, а по таким показателям, как установки и навыки, находится в группе выше среднего. В этом году, в 2021 году, мы также будем проводить очередное исследование уровня финансовой грамотности. И, конечно, доведем эту информацию до каждого жителя нашей Якутии.
А какие еще инструменты вы используете для повышения финансовой грамотности населения, вот, кроме сайта, да, интернет-уроков, может быть, работаете в соцсетях? Да, действительно, мы работаем в соцсетях. У нас есть аккаунты в Инстаграм, Финграм Якутия. У нас есть аккаунт Финфест ЕКТ, это сайт фестиваля финансовой грамотности. Кроме того, мы размещаем информацию на Фейсбуке, поэтому каждый житель Якутии может действительно посмотреть актуальную информацию, полезную информацию также в наших аккаунтах. Кроме того, есть большое множество других официальных аккаунтов Центрального банка Российской Федерации. Есть аккаунт Ассоциации развития финансовой грамотности, есть официальные аккаунты региональных центров финансовой грамотности по всей Российской Федерации. И, конечно, обязательно смотрите аккаунт официальный Министерства финансов Республики Саха-Якутия, поскольку именно он является куратором реализации региональной программы повышения финансовой грамотности населения нашей республики. Вы получите средства на проведение фестиваля финансовой грамотности. Расскажите, в какие сроки планируете его проводить и какая информация будет там? Мы берем на себя обязательство, что в течение 2022 года проведем ряд мероприятий, о которых я уже обозначила. И, конечно, эти мероприятия будут проходить при полной поддержке и содействии Ассоциации развития финансовой грамотности. Вот, в частности, 2 ноября у нас состоится пресс-конференция среди всех победителей, где мы будем информировать все сообщество волонтеров финансового просвещения, какие проекты мы реализуем, какие ожидаем мы видеть результаты, какое население, какие категории, целевые категории населения будут подключены к нашим проектам. Виктория Александровна, спасибо, что пришли к нам. Поздравляем вас с победой, желаем вам дальнейших успехов в работе. Спасибо большое, Сергей. Ну а я напомню, вы смотрели актуальное интервью. В студии работал Сергей Михедов. Всего доброго и до свидания.